Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, принявший участие в 56-й Мюнхенской конференции по безопасности, встретился со своим китайским коллегой. Во время переговоров с Вангом Йи Чавушоглу заявил, что уйгуры являются гражданами Китая и имеют одинаковые права с другими народами, проживающими на территории Поднебесной. Подчеркнув, что был рассмотрен и вопрос турецкой делегации, которая будет направлена в уйгурский регион для мониторинга обстановки по вопросу соблюдения прав человека и положения уйгуров, Чавушоглу сделал следующее заявление. Во время беседы с Йи мы обсудили вопрос уйгуров и других тюрков. Вы знаете нашу позицию по данному вопросу. Мы считаем, что уйгуры и другие тюрки имеют такие же права, как и китайцы, и поэтому заслуживают одинакового отношения властей. Мы озвучили свои ожидания от китайских властей по данному вопросу. Перед отправкой в Восточный Туркестан наша делегация составила подробный план действий, определила районы, которые необходимо посетить, и людей, с которых будет взято интервью. Если нам удастся достигнуть консенсуса по этим вопросам, то в ближайшее время делегация направится в уйгурский регион. Далее Чавушоглу сообщил, что не разделяет мнение китайских властей, заявивших, что уйгуры не являются тюрками. Напомнив, что все тюрки этнически близки, имеют общий язык, культуру, а также историю, министр иностранных дел Турции подчеркнул, что вместе с защитой интересов уйгуров Турция выступает за территориальную целостность Китая. Адиль Хакимжан, проживающий в Швейцарии, дал показания о своей семье и родственниках. Адиль сообщил, что после кровавых событий в Кульдже 5 февраля 1997 года трижды отбывал наказание в китайских тюрьмах, после чего был вынужден покинуть родину. Выходец из Восточного Туркестана заявил, что не общался со своим 71-летним отцом, 66-летней матерью, детьми и родными в течение 4 лет. Напомнив, что в последний раз разговаривал со своими дочерьми в 2016 году, Хакимжан попросил мировое сообщество и международные правозащитные организации оказать помощь его семье и остальным тюркам. Информационное агентство Синьхуа сообщило, что для борьбы с эпидемией коронавируса китайские власти издали указ о дезинфицировании бумажных денег. Центральный банк Китая сообщил, что все банкноты, используемые народом, взяты под карантин. Банкноты, дезинфицированные ультрафиолетовыми лучами под высокой температурой, будут храниться в кассах от 7 до 14 дней. После истечения периода наблюдения деньги будут выпущены на рынок. В то время как новый тип коронавируса продолжает прогрессировать, поступают сообщения о смертельных случаях за пределами Китая. Министерство здравоохранения Тайваня подтвердило, что от нового вируса скончался 60-летний водитель такси. При этом умерший не ездил в Китай и не имел контактов с инфицированными. Было отмечено, что водитель, у которого был обнаружен вирус, перевозил клиентов из Гонконга, Макао и Китая. Случай на Тайване был зарегистрирован как 5-я смерть, вызванная коронавирусом за пределами материковой части Китая, кроме Филиппин, Гонконга, Японии и Франции. Жертвами вируса в Китае стало свыше 1600 человек, а число инфицированных возросло до 68 500. Выступая на пресс-конференции в Тегеране, посвященной двусторонним отношениям Ирана и США, Хасан Рухани сделал следующее заявление. «Мы против войны. Думаю, что и американцы придерживаются такого же мнения, потому что США знают, какой вред может нанести им эта война. Я повторюсь, что без отмены санкций и возврата к ядерным переговорам Иран не сядет за стол переговоров с США. Несмотря на условия, этот год прошел плодотворно. Нам удалось обойти американские санкции. Иран будет вести переговоры только на равных условиях. В конце концов, наши враги будут вынуждены согласиться с нами, как это было в 2013 году».